Все слышно, видно. Спасибо. Усалданский улус. Евгений. Добрый день. Мира, приветствую. Спасибо за распространение информации. Мария, добрый день. Приветствую, Антонина. Нам надо с вами созвониться. Ну, кто только подключается, еще раз хочу со всеми поздороваться. Лично я давно не была в эфире, была в отпуске, отдохнула, спасибо за комплименты. Подключайтесь, настраивайтесь, и сейчас я вас попрошу для того, чтобы мы сделали рассылку презентации, если вы захотите, ссылку на видео. Напишите, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, ваш телефон и электронную почту. Во-первых, мы включим вас в базу данных. Если вам нужна рассылка, прямо так и пишите, нужна рассылка. И если понадобится презентация, я думаю, она понадобится, то мы можем всем участникам разослать. Вот те, конечно, кто в записи будут смотреть, тут там будет сложнее чуть-чуть, но ничего. Ну, все знаете, да, что единый ресурсный центр я представляю в качестве генерального директора, а у нас есть свой портал, он действует с прошлого года, с конца прошлого года, он так и называется, набираете в поисковике «Единый ресурсный центр Республики Саха-Якутия», и мы сейчас будем отправлять ссылочки, да, Леонид? На все наши координаты, все время будем дублировать телефоны, ссылку на наш сайт и YouTube-канал. Тоже очень просто набираете «Единый ресурсный центр» и сразу же зайдете на нашу страницу, более 60 вебинаров. И сегодня это уже, если мне не изменяет память, третий по счету вебинар по именно участию вас, уважаемые представители некоммерческих организаций Республики Саха-Якутия, в чудесном конкурсе грантов главы Республики Саха-Якутия. Кстати, я вас всех поздравляю с тем, что мы с вами уже второй год будем участвовать. Мы со своей стороны администрировать. Министерство по делам молодежи в качестве уполномоченного органа, эксперты будут оценивать. Это уникальная история, гранты главы Республики Саха-Якутия. На данный момент я вернулась в Владивосток, могу сказать, что еще на Дальнем Востоке пока никто не проводил конкурсы, где есть единый портал, единый оператор, единый администратор, единый пул экспертов. Ну что, мы постепенно будем начинать или мы еще чуть-чуть подождем? Как считаете, коллеги? Да, вижу. Центр русского языка и литературы, вижу будущее Верхояне, Арктики, привет. Очень любим Арктику. Надо начинать, сказал Виктор. Ну, раз Виктор сказал, наверное, постепенно будем начинать. Вижу Анабарский район, да? Очень рада видеть наших уважаемых коллег с арктических районов. Надеюсь, что интернет будет быстрее, и вы сможете подавать свои заявки на конкурс грантов главы онлайн и на конкурс фонда президентских грантов. Да, давайте начнем. Моя тема такая, как разработать социальный проект для участия в конкурсе грантов главы Республики Саха-Якутия. Предыдущие ораторы Единого ресурсного центра, у нас было 2 вебинара, мы говорили о технических возможностях подключения и вообще как оформить заявку и прикрепить ее к порталу grantsecutia.click. Дальше говорили уже о бюджете, кого не было, кто пропустил, значит, еще раз повторяю, YouTube-канал.
единый ресурсный центр, можете увидеть запись. И вообще о нюансах конкурса вы тоже можете узнать из нашего первого вебинара, который прошел 11 мая, 14 мая и сегодня 20 мая. Очень теплый якутский солнечный день мы с вами встречаемся и решили, что ровно через неделю, в четверг, в 15:00 мы встретимся еще раз, будем говорить уже о критериях оценки экспертов, да, как проверить свой проект по критериям, которых вас будет оценивать эксперты. И заключительный мы сделаем через неделю, уже сделаем работу над ошибками. Если хотите, можем ваш проект, какой-то из проектов рассмотреть, прямо по косточкам его разложить, если, конечно, вы хотите. Ну, у нас 49 участников, думаю, уже действительно можно начинать. Хангаласский Улус, приветствую, Оленевский, Алексей, привет, рада видеть. Давайте следующий слайд. Значит, очень быстро о нюансах расскажу. Да? Так, вот он у меня. Вот сейчас работает все. Быстро пройдемся о именно особенностях 2021 этого года. Посмотрите, какой у нас бюджет, он вырос в 2 раза. Спасибо фонду президентских грантов, спасибо правительству Республики Саха-Якутия. Это беспрецедентная сумма, которая, конечно, на Дальнем Востоке действительно опережает других регионов. Обратите внимание, коллеги, тепло, хорошо, все здорово, но у нас только 30 календарных дней. Электронная подача заявок на конкурс grants.якутия.клик. Портал работает. На данный момент у нас уже есть 7 заявок. Мы администрируем и видим, уже кого-то отправляем на доработку, кого-то отправляем уполномоченному органу. И независимая экспертиза заявок будет осуществляться уже не как в прошлом году 28 экспертов, а будет 52 эксперта. В том числе мы пригласили экспертов из других регионов. Это тоже новшество. В прошлом году было 16 направлений, в этом году 25. Уважаемые коллеги, некоммерческие организации, открывайте ваши уставы, посмотрите ваши цели и сравните их с направлениями конкурса, и только потом начинайте структурировать заявку и ее подавать. Лимиты грантов по направлениям, они обозначены. Вся конкурсная документация на портале grants.якутия.клик размещена. Минимум барьеров документа оборот, вам уже не нужно собирать справки с налоговой, но все равно первым делом, перед тем, как вы отправите заявку на конкурс, вы должны все-таки взять справку с налоговой онлайн или как у вас получится и убедиться, что у вас нет ни рубля, ни копейки, да, пени, штрафов, задолженностей и так далее. Вся форма заявления, она получается у нас онлайн. Вам нужно будет прикрепить только копию устава. Если есть доверенность, при необходимости вы прикрепляете ее. И форма заявления тоже это последний документ, который вы сканируете и в формате PDF прикрепляете. Возможность доработки заявки на первичном этапе только 5 календарных дней и только для тех, кто не подает в последний день, естественно. То есть лучше подать чуть-чуть заранее, чтобы у вас было в запасе 5 календарных дней, когда мы проверили, если нужно что-то доработать, мы отправили на доработку. Старт был понятен 9 мая, окончание дедлайн 23:30 7 июня. Коллеги, я прошу торопиться, я знаю сама по своему опыту, что мы любим все делать в последний момент. Собираемся с мыслями и так далее, но нужно все-таки, чтобы проверить, да, пройти обучение, сейчас можете получать консультации, экспертизы проектов, но желательно подать точно до 1 июня, чтобы потом, если что, можно было внести корректировки. Подведение итогов конкурса до 20 августа, начало реализации проектов с 1 сентября. И сегодня мы говорим про логику проекта. Это алгоритм, и в моей голове на самом деле проекты выглядят вот таким образом.
Я не знаю, как он выглядит у вас, но это такая рыба, это некий скелет, который, если вы правильно структурируете, если логика у вас будет выстраиваться, то я считаю, что успех будет гарантирован. При, конечно, успешной команде, при хорошей структурированности всей логики и проблематики, цели, задачи, методы, стратегии, этапы, при расшифровке ваших ресурсов. И если вы видите конечные результаты вашего проекта, то этот проект структурирован достаточно хорошо. И эксперт будет оценивать таким образом, что шансы на успех будет, конечно. Я бы сейчас, знаете, что хотела? Я бы хотела сейчас не говорить вам, что такое проект, а по возможности в чате можно написать одним словом. Микрофоны мы принудительно у вас пока выключили, вопросы в конце действительно вы можете задавать и в чате, да, и мы включим микрофоны. Но сейчас, чтобы не было у нас никаких шумов внешних, вы в чате напишите, пожалуйста, что для вас такое социальный проект. Вы это можете писать в течение всей нашей встречи. Это очень важно, потому что вот для меня проект – это некая рыба, это некий скелет, на который мы как на ниточку нанизываем бусы в виде необходимых компонентов. Это проблематика, цели, задачи, это результаты, это методы, это комплекс мероприятий, это бюджет и так далее. Напишите, пожалуйста, что для вас такое проект, а я потом в конце вам покажу слайд, что такое проект для фонда президентских грантов. Потому что я считаю, что мы с вами сегодня, подавая заявку на конкурс «Гранты главы», потенциально можем структурировать и отправить проект на конкурс фонда президентских грантов. Я надеюсь, вы со мной согласитесь. Что такое проект? Возможность осуществить мечту. Отлично. Действительно, проект – это иногда идея, это намерение, которое приходит в наши головы, и если все субъективные и объективные предпосылки срастаются, тогда точно ваше намерение, ваша мечта может стать проектом. Социальный проект – это проект, направленный на улучшение жизни человека. Да, действительно, мы с вами, некоммерческие организации, так или иначе, напрямую или опосредованно можем участвовать в таком процессе, который будет направлен на улучшение качества жизни. Да? Что еще такое проект? Я хочу, чтобы вы тоже поработали, не только я, да, говорила в микрофон, но чтобы вы тоже немного приложили усилия, и для меня это тоже очень важно, понять, что такое проект для вас. Возможно, и мой образовательный контент сегодня будет чуть-чуть другой. А что такое еще проект для вас? Активней. Структурный план реализации идеи. Вижу, это у нас Нерюнгри. Приветствую. Алексей, структурный план реализации идеи. То есть, хорошо, есть идея, да, мы структурируем, вот, по крайней мере, моя структура такая, у вас может быть чуть-чуть другая, но мы все равно с вами шаг вправо, шаг влево, как говорится, будем проект прикреплять именно к тому, и заявка будет выглядеть так, как того требует портал, да, интерфейс. Проект для привлечения инвестиций на свои цели. Да, действительно, на проекты, для проектов нам нужны ресурсы. Вот здесь справа на картинке необходимо просчитать все ресурсы, и порой инвестиции, и не только финансовые, человеческие, еще другие ресурсы, мы с вами об этом поговорим, нужны для достижения целей. Проект помощь социальным сегментам в разгрузке социальной напряженности. То есть я так понимаю, что мы с вами можем быть в помощь государственным, муниципальным, бюджетным, казенным, вообще государственным учреждениям, да, в решении социальных проблем, снятие социальной нагрузки. Мы заполняем с вами белые пятна. То, на что не выделяется государственных средств,
Например, поддержка выпускников детских домов. У нас есть большая проблема и в Арктике, и в городе Якутске повсеместно бродячие собаки. Нам нужно как-то благоустроить, облагородить эту территорию, где мы живем, правда? Помогать людям в трудной жизненной ситуации. Хорошо, спасибо. Пошла активность очень мощная. Забота, внимание, сохранение опыта. Социальный проект – это план улучшения жизни, при помощи которого можно найти инвесторов. Ну, прямо мы вообще, профессиональный уровень зашкаливает у нас сегодня. Это забота, внимание, сохранение опыта старшего поколения, память для будущих поколений. Конечно, проекты культурные, проекты, которые у нас в прошлом году очень активно, да, к 75-летию Победы, патриотические проекты. Социальный проект – это возможность реализовать это направление работы, которое сейчас более актуально и необходимо. И для достижения цели нужна крепкая, хорошая команда. Отлично, спасибо, Светлана, Туяра. Накидывайте, пишите, это очень важно. Мы вообще можем издать, у нас, кстати, на портале размещен конструктор социально ориентированных некоммерческих организаций. Имейте в виду, здесь есть очень хорошая книжка, это все есть онлайн, книжка, которая так и называется «Конструктор социальных проектов». Это вам в помощь. И я думаю, что в следующий конструктор мы можем на вот этих вот первых и последних страничках ваши же изречения с вашими же автографами написать. Кстати, вот идея родилась только что, нового проекта. Ну что, давайте приступим. Спасибо большое. Здорово. Традиции языков КМНС. На третьем месте у нас по количеству НКО это именно КМНС. Должен в первую очередь быть направлен на смягчение острых проблем республики. Согласно Виктор, это могут быть проблемы и социальные, и экологические, и правозащитные, и так далее. Елена, добрый день, это шаг самореализации. Да, особенно для общественника, для лидера изменений, это действительно так. Ну давайте тогда я вам приоткрою завесу и покажу, что такое социальный проект с точки зрения фонда президентских грантов. Это комплекс действий и мероприятий, направленных на достижение цели, получения заранее запланированных результатов для изменения существующей социальной проблемы, о чем вы говорили. И нужно понимать, что проект, он ограничен ресурсами, временем, территорией и командой проекта. Едем дальше. И я сразу хочу на ошибках остановиться. Это важно. Зачем нам наступать на грабли, на которые наступали некоммерческие организации, которые, кстати, очень активно участвовали в конкурсе фонда президентских грантов. И посмотрите, у нас с вами все-таки есть ошибки в проектировании и есть ошибки в заполнении заявок. То есть не факт, что проект хороший, но заявку неправильно заполнили. Или наоборот, все выполнили по положению, все по правилам игры, все прикрепили, но в проектировании есть некие ошибки. Неглубокое изучение причин проблемы целевых групп. Мы не можем порой структурировать проблему, а это вы видели в моем скелете проекта, это на первом месте. И у меня даже есть такое умозаключение: нет проблемы, нет проекта. Неправильный выбор целевой аудитории проекта. Из-за пропуска этапа исследования и обоснования проблемы целевой группы мы не можем правильно поставить цель и задачи проекта, подобрать наиболее эффективные мероприятия. То есть весь этот скелет начинает сыпаться. Самая первая, можно сказать, рыба с головы, когда мы проблематику, у нас отсутствуют некие данные, отсутствует анкетирование. Вот я знаю, что Анабарский район очень любит перед тем, как приступить к проектированию, вначале провести ряд исследований в виде анкетирования населения. И тогда видно, есть эта проблематика у нас на этой территории или нет. Дальше, непонимание, как измерить результаты проекта, особенно качественные. Например, мы работаем с алкогольно зависимыми родителями. Очень сложно измерить, сколько
через год у нас родители вернется к трезвой жизни и какое будет качество жизни. Поэтому социальные проекты, мы говорим, что их эффект, результат и эффект, он отложен. Действительно бывает сложно, но нужно постараться. Несоответствие масштаба обозначенной проблемы и ее выбранного решения. Мы иногда пишем проект на всю республику, а посмотрим на ваш устав только в рамках города и не больше. Что касается заполнения заявок, в качестве обоснования проблемы приводится только собственное мнение. И вы пишете в разделе «Актуальность», а я считаю, что на улице города Якутска что-то достаточно большое количество бродячих собак появилось. Нужно какое-то, либо исследование, ссылка на соцсети, возможно, поручение главы республики, возможно, вы вообще свой проект структурируете в рамках нацпроекта, тогда нужна ссылка на указ, поручение президента Российской Федерации и так далее. Действия по принципу «чем больше, тем лучше». Авторы заявки выбирают много целевых групп, раздувают результаты. Путаются цели с задачами, задачи с мероприятиями. И заявители не до конца понимают, как должна быть составлена заявка, чтобы эксперт ее хорошо оценил, и не разбираются в критериях оценки. Это наш следующий вебинар, именно критерии оценки. Действительно, мы иногда настолько увлекаемся проектированием и решением проблематики, что мы не думаем о тех людях, которые будут читать эту заявку. Иногда настолько усложняем, раздуваем, и я сама по себе это знаю. Один раз я заявку распечатала в PDF фонда нашего, и она оказалась на 96 листах. Я поняла, насколько это тяжело для эксперта. Нужно сокращать, упрощать, но в то же время должна остаться суть проблемы, суть проекта, и эксперт должен понять, даже если он никогда не был на арктической территории, понять, почему так дорого долететь, допустим, Якутск, Тикси-Якутск, почему так сложно, почему именно вы выбираете это оборудование, а не то, которое бы пригодилось в городе и так далее. Это все нужно описывать, подтверждать, и почему вы оплачиваете, допустим, привлеченному тренеру спортивному именно такую сумму, а не другую. Это тоже нужно расписывать, вплоть до человека, часы и так далее. И вот поэтому я здесь вот эту фотографию прикрепила. Самое главное – это осмыслить нашу проблему, которую мы будем представлять, из которой у нас начинается проектирование. Вот есть яма на дороге – это проблема. И нужно сформулировать ее таким образом, чтобы мы потом очень просто это же предложение в качестве проблемы перевернули и сделали, чуть-чуть доработали, чуть-чуть видоизменили и превратили его в цель. То есть необходимо, первое, сформулировать проблему, определить действия, необходимые для решения этой проблемы, и определить целевые группы. Кому мешает эта яма, кто не может пройти по этой дороге, кто будет участвовать вообще в том, чтобы эту яму ликвидировать, и вообще проблема ли это. И таким образом нужно расписать актуальность, чтобы эксперт действительно понял, что средства бюджета Республики Саха-Якутия необходимо выделить в качестве гранта именно этой организации, именно на этот проект. Вот это очень важно. И для меня иногда действительно мы смотрим же проекты, мы делаем экспертизу, и мы видим, что пишется и разрабатывается проект ради проекта. То есть делается работа ради работы. А еще и в прошлый вебинар я посмотрела запись, были такие примеры, когда предлагают всего одно мероприятие. И лидеры НКО считают, что это и есть проект. Нет, проведение одной конференции или одного какого-то турнира спортивного – это не проект, это мероприятие. И, конечно, уже логика проектирования здесь недостаточно, и эксперт скажет, что нету смысла выделять на одно мероприятие средства, и данный проект не является проектом. Поэтому как мы можем измерить, да, посчитать
результаты. Проект – это, мы говорили с вами, что это проблематика, мы начинаем с этого, но когда мы будем с вами отчитываться и для чего вообще делается проект, вы же перечислили, чтобы улучшить качество жизни, чтобы решить острые проблемы, чтобы сгладить углы. И значит, нам нужен в конце какой-то конкретный результат, количественный и качественный. А для этого нужно определиться с выбором целевой группы, территории реализации проекта, ну и про проблему я уже говорила. То есть еще раз откройте свои уставы, посмотрите, у вас городская организация, наследная, улусная или республиканская. И, соответственно, вы не можете подать заявку на проект, например, улучшение качества жизни в республике Саха-Якутия, если ваша организация зарегистрирована и действует на территории Мадутского наслега Намского улуса. И целевая группа тоже. У вас в уставе так или иначе прописаны ваши цели, ваши виды деятельности. И порой там мы видим, они иногда прописаны, иногда это какими-то общими словами, например, молодежь. Да? Молодежь это могут быть дети школьного возраста, подросткового возраста, может быть рабочая молодежь, это могут быть студенты и так далее. Тоже посмотрите, потому что если, грубо говоря, ваша организация называется «Старость в радость», посмотрите, могут ли в вашем проекте возникнуть такие целевые группы, как школьники, дети и родители. Очень внимательно посмотрите, все это надо делать на берегу. И, значит, проект, есть проблема, ее поставили. И мы должны с вами, опять же, понять, кто конкретно получит пользу от нашей работы, какие люди, группы людей. И если мы это определяем, а потом считаем их по головам, или это немножко еще проектирование, это немного, вот было написано про мечту, действительно, мы должны немного стать фантазерами, но все-таки оставаться при этом на земле. Посчитать конкретно, сколько выпускников детских домов получат услуги, допустим, центра помощи выпускникам. Какие мероприятия необходимы для того, чтобы решить конкретную проблему выпускника детского дома. Родители, например, у нас возникают родители и их дети школьного возраста, проблема родительско-детских отношений, допустим, в какой-то конкретной, может быть, школе города Якутска. Опять же, конкретно мы должны посчитать будет, определить вначале, кто это, для того, чтобы нам очень легко в пункте количественные результаты посчитать, сколько детей, сколько родителей получили какие-то блага в результате нашего проекта. Есть еще такое понятие благополучатель. Да? Это тот, кто так или иначе был причастен к проекту и повысил качество жизни, решил свою проблему и так далее. И вот мы с вами, некоммерческие организации, спектр нашей деятельности, он настолько разбросан, он настолько велик, правозащитные, экологические, спортивные, культура, образование, защита прав, трудная жизненная ситуация, спасание и так далее, сопровождение. И вот, видите, обосновать и выбрать целевую группу нужно, начиная с проблематики, с актуальности проекта, а дальше они у вас проявятся в перечне целевых групп и дальше в количественных результатах. Но еще раз говорю, вот здесь, допустим, пример такой, что выбрали людей с инвалидностью и их окружение, например, и семьи, в которых проживают люди с инвалидностью. Но тогда посмотрите внимательно, в вашем уставе есть такая цель: поддержка, сопровождение, помощь, социализация, трудоустройство людей с инвалидностью. Внимательно очень, потому что мы иногда очень бежим за тем, чтобы
спасти все человечество, как Брюс Уиллис, но мы с вами, как юридическая организация, и помним, да, что в этом конкурсе могут принять участие только социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в Республике Саха-Якутия, мы ограничены уставной деятельностью. Так, обоснование географии. Страна, регион, город, поселок, но здесь, конечно, в нашем случае это Республика Саха-Якутия, это городской округ, это может быть Улус, это может быть Наслек, это может быть поселок, село, деревня и так далее. А может быть несколько районов, если у вас регионального значения организация. Где и почему будет реализован проект, это тоже нужно описывать в обосновании. Почему, допустим, ваша республиканская организация пришла и оказывает свою деятельность только на территории арктических улусов, вы должны обосновать, что проблематика такая, недостаточное количество некоммерческих организаций, допустим, зарегистрирован, или высокий уровень, так скажем, правонарушений среди несовершеннолетних вот именно в этих 3 районах, поэтому мы на них останавливаемся. Есть некие исследования, взяты статистические данные, возможно, вы взяли материалы, допустим, Министерства труда и социального развития, МВД, КДН, ПДН и так далее, и опираетесь на них, или данные отчета уполномоченного по правам ребенка или по правам человека. Вот все эти ссылочки очень нужны. И, конечно, материалы, вот вы можете презентацию переделать в PDF, прикрепить, тоже очень хорошо, если вы в обосновании будете прикреплять. И это можно сделать, статистику, указы, исследования и так далее. Ну вот пример, допустим, следующий проект на единый ресурсный центр пойдет на конкурс, допустим, гранты главы. Так, мы будем опираться на исследование потенциала гражданского общества, который мы сделали. И у нас будет точно региональный проект, то есть рассчитан на всю республику, и галочками отмечено, где у нас не хватает активности, недостаточно развит некоммерческий сектор, или население сказало, что нам очень нужны и важны те некоммерческие организации, которые нужно открыть. Кстати, это исследование есть на нашем портале, можете зайти. Спасибо всем тем, кто принимал участие, кстати, отвечал на вопросы, это тоже очень важно. Значит, с географией понятно. И вот у нас, допустим, есть проблематика. Но давайте с вами определим некую проблематику, которую мы будем с вами структурировать в проект. Ну, какая у нас проблема есть? Может быть, кто-нибудь даже сейчас нам напишет. Ну, основные проблемы, которые у нас есть, демографические, в части, наверное, здоровья и так далее. Ну, есть проблема разводов молодых семей, есть проблема употребления, наверное, алкоголя, психоактивных веществ, да, людьми. Есть проблематика, и сейчас вот прямо в связи с пандемией есть необходимость в волонтерских инициативах на местах и так далее. Здоровье, хорошо, Евдокия, здоровье, но это не проблема, здоровье это как раз хорошо, это благо. А какие есть то есть вот надо так структурировать проблему, чтобы эксперт действительно понял, например, распространение, да, заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями, ну, допустим, в Хангаласском улусе. Или что у нас есть очень высокий процент, так скажем, детей с инвалидностью рожденных, да, от 0 до 3. Есть экологические проблемы, но вот смотрите, если мы напишем на территории Республики Саха-Якутия есть экологические проблемы, хорошо, но это и глобально, да, экологические проблемы есть везде, и в Индии, и в Америке, везде, и на территории всей России, но конкретно, допустим, загрязнение русла реки Вилюй на территории Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйских улусов. И мы делаем, и для этого необходимо, либо какие-то исследования, необходима информационная кампания, необходимо привлечение волонтеров, которые
будут так или иначе помогать в очищении, да, русла реки. Вот. Проблема у нас есть мусор, загрязнение наших улиц, лесов, рек, городов и так далее. И действительно необходимо, и вот это тоже экологическая проблема. То есть ее нужно расписать. Да, проблема бродячих собак. Хорошо, берем проблему бродячих собак. Но вот смотрите, с точки зрения собак, проблема ли это? Но с точки зрения человека это действительно проблема, это опасность, мы не чувствуем себя в безопасности, да? Мы не можем отпускать наших детей. То есть проблема распространения бродячих собак на территории города Якутска, которая составляет угрозу населению, там, птицефабрика, мы знаем, да, вот, детей и так далее. Вот, можно взять вот эту проблему. Тогда какая у нас будет цель? Если проблематика распространения и прямо угроза бродячих собак для населения города Якутска, то цель мы трансформируем ровно из проблемы, что необходимо проведение какого-то комплекса мероприятий или ряда мероприятий по решению проблемы бродячих собак в городе Якутске. Если мы берем проблему социализации детей с ОВЗ, да, вот именно с нарушением речи, и у нас есть такая действительно проблематика детей с ОВЗ с инвалидностью, есть данные, которые Минздрава, уполномоченным по правам ребенка, что вот там прямо идет такая динамика в увеличении, к сожалению, вот количества таких детей. И что мы тогда делаем? Это есть, данные есть, вроде бы Минздрав занимается этим, есть национальные проекты и так далее, но проблематика есть, мы видим, и так как, допустим, я представляю организацию, благотворительный фонд Харысхал, которая занимается социализацией, социальной адаптацией и работой с родителями детей с нарушением речи и детей с ОВЗ, то тогда я своей целью пишу содействие. Мне очень нравится слово «содействие». Я очень часто лично ставлю в цель, и наша команда, слово «содействие». Потому что решить проблему за 1 год мы не можем. И даже за 2, и за 3. Эта проблема, она уже как бы перетекающая. Тогда мы можем только с вами содействовать в социализации, социальной адаптации детей с нарушением речи и детей с ОВЗ в городе Якутске, на территории Республики Саха-Якутия, в Анабарском районе и так далее. Это понятно, да? Вот мы именно содействуем или организуем, проводим комплекс мероприятий для того, что нет интернета, Жиганская СОЖ, привет, нет интернета, здесь я не знаю, как я могу помочь. Это нужен такой проект, чтобы какой-то олигарх нам раздал спутниковый интернет, или мы с вами вышли с инициативой не знаю, оптоволокно, да, но я думаю, что это сложно ложиться в проект НКО, очень сложно. Это, скорее всего, нам мешает реализовать какой-то проект в полной мере и даже порой участвовать, но, скорее всего, мы не сможем построить проект социальной НКО на вот такой проблематике. Недостаточно системная работа по ранней профориентации и социализации старших дошкольников еще и младших школьников. Так, смотрите, Алексей Игоревич, мы с вами пошли в профориентацию старших дошкольников. Интересно, никогда не занималась этим, хотя профориентацией среднего и старшего звена в школах, конечно, это очень важно. Вот это тоже очень важно, потому что самоопределение ребенок и, кстати, выбор даже с ОГЭ и ЕГЭ действительно очень сложно сделать. И вообще у нас школьников нужна и социализация, и профориентация, потому что мир достаточно такой сложный, интересный, многообразный, и необходимо ориентировать с помощью психологов, педагогов и привлекать некоммерческие организации, значит, к решению вот этих проблем. Согласна, действительно. У нас был проект, который был направлен на содействие в социализации, социальной адаптации, профориентации выпускников детских домов.
Цель проекта, она всегда измерима, она достижима и конкретна. Это не миссия, которая невыполнима. Очень хорошо, если там прописана целевая группа в вашей цели, и очень хорошо, если там прописана география. Иногда проект может быть не таким глобальным. Например, низкий уровень, да, вот как раз психологов в части профориентации школьников и дошкольников в Нерюнгринском районе. И вы содействуете в повышении профессионального уровня психологов и педагогов для организации качественной профориентации, например, да, детей дошкольного и школьного возраста. Как с нами связаться, выше было указано, но мы еще напишем. Вот смотрите, мне очень нравится этот слайд Фонда президентских грантов, потому что наш проект и наши усилия должны бить ровно в цель. Ровно в цель. Если мы с вами не попадаем, бьем мимо и так далее, то эти усилия тщетны. И тогда эксперт говорит, а зачем выделять, еще раз говорю, средства бюджета Республики Саха-Якутия, если мы внутри проекта, начало может быть благое, очень хорошо прописана проблематика, но мы не достигнем цели, потому что мы видим, что не до конца прописаны целевые группы, мы их не понимаем, или у нас нет какого-то хотя бы микроисследования, мы не можем на это сослаться, и мы не видим конечные результаты. А когда мы с вами структурировали цель, например, содействие в профориентации, социализации, да, давайте возьмем детей школьного возраста, ну вот так вот как бы укрупним, то после этого мы можем с вами поставить задачи. Вот здесь мы не очень сложно, иногда мы видим проекты, где 7 задач, 8 задач, 10 задач, как говорится, Остапа понесло. Можем ли мы с вами за 1 год достигнуть 8 задач? Мы можем быть сколько угодно с вами многозадачными, но при этом все-таки цели достигнуть мы не сможем. Поэтому не более 5 задач. И в задачах очень хорошо прописать. Каждая задача решает конкретную проблему на пути к достижению цели. Например, у нас может быть задача, в которой будет прописана целевая группа только дети. У нас может быть задача, в которой будут прописаны только учителя. Может быть задача, где только родители, и следующая только волонтеры. И тогда нам все сразу понятно и хорошо. Почему? Потому что когда мы в задаче пишем провести конкурс, организовать турнир, все, это не задача, это мероприятие. И когда мы с вами структурировали проблему, поставили цель, определили задачи, нам очень легко посчитать количественный результат. Каждой задаче, это такой очень хороший, такая подсказочка Фонда президентских грантов. Количественный результат – это количество людей, которые ощутят позитивные изменения, да? Но каждой задаче точно должен быть результат. Если вы смотрите задачу и нет результата, все, эту задачу можете выкидывать, потому что ни к чему не приведет. Мало того, вы еще, может быть, даже и мероприятие ни одно не придумаете к этой задаче. Результаты должны быть измеримы, адекватны, конкретны, конкретно целевая аудитория за конкретный срок. Вот таким результатом пришло. Дети социализированы, родители знают о проблематике, психологи подготовлены к профориентации, социализации. Все, проблема хотя бы частично мы содействовали, и мы ее решили. И вместе с тем мы достигли качественного результата. Повысилось качество жизни, но это, конечно, глобально. Но, может быть, дети, у них появилось самоопределение в выборе профессии. Родители знают пути, по которым нужно двигаться в помощи в социализации, профориентации. Психологи наделены новыми навыками, да, и компетенциями, которые они будут еще внедрять на протяжении какого-то времени. А может быть, НКО научилась оказывать какие-то новые услуги, практики, технологии. То есть есть проблема, бьем в цель,
Была причина, решили задачу, нет проблемы. Или содействовали в решении проблемы. Понятно, что вот еще очень хорошо, если бы у нас было больше времени, есть такое понятие дерево проблем и дерево целей. В одной из презентаций предыдущих, в прошлом году у нас точно это был, этот разбор. Но давайте перейдем, то есть по задачам понятно, давайте напишем в чате, сколько задач должно быть в проекте. Количественно. Сколько задач должно быть в проекте. Про цель сразу хочу сказать. 5, хорошо, максимально. Еще, в вашем проекте сколько будет задач? Напишите. 4, хорошо. Значит, 3, значит, не вот это количество целевых групп, как минимум, у вас должно быть. Как минимум. Конечно, могут быть 2 задачи, ориентированные на целевую группу дети дошкольного возраста, но тогда следующая задача дети школьного возраста, например. 2 задачи тоже возможно. Хорошо, тогда такой вопрос. А сколько целей должно быть в проекте? Вы планируете сколько целей? 1. Хорошо. 1. Отлично. Цель 1. Правильно. Ну, я считаю, что все-таки цель должна быть 1. Нам легче так сосредоточиться. 2 цели сложнее. 3 цели, все, я это называю государственная программа Республики Саха-Якутия. Вот, значит, цель бьем, для того, чтобы ее достигнуть, ставим перед собой задачи. А для того, чтобы эту задачу нам решить, необходимо провести ряд мероприятий. Еще одна подсказка. Мероприятие – это инструмент для решения задач. Ни в коем разе не должно быть так, еще раз, что конкурс, акция, флешмоб – это задача. Нет. Провести информационную кампанию, для этого вы в мероприятиях пишете. В соответствии с этой задачей у вас будет проведение флешмоба, значит, организация какой-то акции в СМИ, да, и так далее. Значит, другая задача, берем не менее 2 мероприятий на каждую задачу. Если вы на одну задачу пишете одно мероприятие, у эксперта сразу такой вопрос и прищур. Ага, значит, эта задачка, она какая-то недокрученная, а может быть, она была не нужна, а может, ее можно было объединить с предыдущей задачей. Смотрите внимательно, но не менее. Конечно, можно, если у вас проект состоит всего из 3 мероприятий и 3 задачи. Ну, такое тоже возможно. Но желательно, и это стандарт фонда президентских грантов. Что мы прописываем в мероприятиях? Там у вас форма есть, там будут конкретные ожидаемые результаты, ряд мероприятий и так далее. Но вот этот слайд я просто вам прикрепила для того, чтобы вы понимали, что проект – это наше определение ресурсов. Мы должны понимать, какими ресурсами мы обладаем, руководитель, команда, опыт организации, например, собственное софинансирование, волонтеры, предыдущие проекты. Дальше. И нам необходимы ресурсы финансовые в виде гранты, нам необходимы технологии, для этого нужно привлечь тренера и оплатить ему проезд. Нам необходимо, значит, оборудование, канцтовары для того, чтобы провести ряд мероприятий с детьми, с педагогами, психологами. Нам нужен такой ресурс, как соглашение о сотрудничестве с администрацией УЛУСа. Нам необходимо привлечь в наш проект и оплатить расходы методиста, координатора, психолога, психотерапевта. Волонтерам мы ничего не платим, но мы можем описать такое мероприятие, как поиск, подготовка, обучение волонтеров. Да? Информационные ресурсы нам тоже необходимы. Не забывайте на берегу, даже если это нету в форме заявки, рассчитать ваши ресурсы. Это очень важно. Здесь я вам сегодня не рассказала ничего про бюджет. Почему, как вы думаете? Потому что у нас 14 мая был вебинар, ищите его на YouTube, исключительно про составление бюджета. Если есть потребность, напишите. И сейчас вы напишите тот блок, который вам непонятен. Проблема, цель, задачи. Определяем мероприятия, которые необходимы.
подсчитываем ресурсы, считаем смету в бюджет, те ресурсы финансовые, которые необходимы для реализации проекта. Какой блок для вас представляет сложность, необходимо его докрутить, больше объяснить, тогда в следующем вебинаре мы обязательно этому посвятим больше внимания. Дело в том, что у нас прошло 50 минут, а у меня дедлайн, я себе поставила в начале 40 минут, но сейчас ставим час, потому что среди нас присутствуют участники следующего вебинара, который начнется в 5 часов специально для казачьих обществ и федераций. Что я хочу сказать? Значит, по структуре, я думаю, что в принципе понятно, что такое проектирование, но для меня лично, и думаю, что для многих экспертов, идеальный проект он какой? Во-первых, мы должны основываться на том, что мы знаем, и это всегда видно. Очень сложно стартаперам, которые только что зарегистрировались и сейчас идут на конкурс. Им сложно, но пробовать точно нужно. Поэтому идеальный проект, он основан на знании того, что уже делается в этом направлении. Необходима статистика, публикации, анализ, исследования. Обязательно. Мы с вами грамотные, мы все время повышаем свой профессиональный уровень, да, и стремимся к совершенству. Проект легко тиражируется в других местах, желательно с меньшими затратами. Имеет значение, выходящее за местные границы. Грубо говоря, технологию Нерюнгринского района корпуса волонтеров может использовать Центр по работе с волонтерами, потом и город Якутск. Объединиться и сделать вообще, и стать стажировочной площадкой для всего Дальнего Востока. Идеальный проект имеет методы оригинальные и намного дешевле, которые предлагаются в государственных, муниципальных, может быть, в коммерческих организациях. Наши услуги, они всегда уникальны. Ипотерапия, сказкотерапия, какие-то уникальные технологии по работе с людьми с зависимостью, очень модерновые по цифровизации, диджитализации, например, работа с молодежью и так далее. В реализацию проекта вовлекаются другие организации и партнеры. Если у проекта нету, у вашей команды нет партнеров, очень сложно в одиночку написать, проект легко реализовать в одиночку невозможно. Поэтому внимательно найдите партнеров сейчас или даже сделайте такое мероприятие. Будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в рамках проекта. Когда проект основан на развитии самопомощи среди клиентов и вовлечении добровольцев, грубо говоря, когда наш проект по социализации выпускников детских домов направлен на то, чтобы мы их помогали, а в конце сами выпускники детских домов становятся не только целевой группой, но и волонтерами и наставниками, я считаю, что это высший пилотаж. И перспективы проекта, он может развиваться в пространстве, продолжаться во времени, обрастать новыми связями, партнерами и так далее, привлекать дополнительных доноров и партнеров, занимаетесь дополнительно фандрайзингом, краудфандингом, становитесь социальными предпринимателями или, возможно, вы заключаете соглашение о сотрудничестве. У нас уже больше 40 социальных предпринимателей точно есть в республике. Входите в реестр поставщиков соцуслуг с вашими услугами, регистрируете новое НКО или ООО и обрастаете, и получается холдинг вообще. Получаете признание и народную любовь. Сейчас те, кто должен перейти на другую площадку, я прошу вас переключиться, а всех остальных мы приглашаем к вопросам на ответы. Или ответы на вопросы. Да, я вот все-таки скелет оставлю, пусть он висит у нас, да, и у нас пошли вопросы, да, по цифровой подписи. Коллеги у нас читают, в каком банке должен быть счет организации участника, или это не важно, в конкурсе ФПГ, да, действительно это Сбербанк. Пока нам никаких предпочтений уполномоченный орган не заявляет. Так, еще вопросы.
Так, электронный ключ требуется на оформление подачи заявки. Нет, он не требуется. Вы заявку свою структурируете, полностью заполняете внутри. Я вас прошу не делать сейчас ее в Word, потому что очень часто почему-то к нам на проверку отправляют заявку в Word, а потом говорят, ну, одна ночь осталась, мы сейчас быстренько перенесем. Быстренько не получится, вбивайте уже сейчас, времени мало, и потом вы подадите заявку, буквально прикрепив устав и заявление одним кликом. Она улетит на портал, она улетит к нам, а потом она пойдет к уполномоченный орган, эксперты и так далее. Цифровая здесь подпись не нужна. Про банк вы вроде бы ответили, да? Прошу вас задавать вопросы. Может быть, мы включим микрофоны для обратной связи. Да, вот интересный вопрос по софинансированию. Обязательно подтверждение и в какой форме? Вот пока на стадии формирования заявки подтверждение не нужно. То есть вы ставите сумму, вы прописываете в бюджете софинансирование, и там, конечно, нужно будет также расписать, как вы запрашиваете сумму гранта, также и софинансирование. Например, если карандаши покупаете, то расчеты по карандашам. Если у вас софинансирование, ваш бухгалтер, то значит расписываете его, в том числе оплату услуг и так далее. И дальше в отчете, насколько я понимаю, по старому форме было только указываете сумма софинансирования. Никаких пока я не буду вам говорить о том, что вы должны прикрепить какие-то отчетные документы по софинансированию. Этого нет. Так, в конкурсе эта организация может победить 2 проекта по разным номинациям. Помните, да, условия, что эти проекты не должны быть под копирку похожи друг на друга, иначе мы отклоним эти проекты. Действительно, победить могут 2, но вас уполномоченный орган попросит сделать выбор. И это, наверное, одно из самых приятных, когда вам звонят или сообщают о том, что поздравляем, вы стали победителем по 2 направлениям 2 проекта, но вам нужно выбрать только один. В каком формате? Сразу на сайте. Не надо в Word. У нас это, знаете, по-старому пошла вот эта история, когда мы с вами подавали на конкурс Минобщества, и была форма такая в Word, ее мы заполняли и бумажно приносили непосредственно в кабинет Минобщества. Сейчас все онлайн, поэтому вы, конечно, для себя потом выгрузку в PDF можете сделать проекта. Если вы хотите и любите Word, конечно, но просто не так много времени, лучше я советую заполнять заявку непосредственно на портале grants.yakutia.click, начинать уже там. А может быть, у вас есть уже структурированный проект, да, вы его с командой обсудили, чуть-чуть доработали, и, конечно, вы берете и переносите туда. Эта история может быть разной. Если в уставе НКО отсутствует вид деятельности содействия инвалидам и детям-инвалидам, то можно участвовать по работе с ними? Нет. Нет. Давайте мы еще с вами, Алена, посмотрим, мы можем созвониться, вы можете позвонить нашему администратору, позвонить мне, и можно посмотреть, сделать консультацию, потому что, может быть, у вас в целях как-то глобально написано, но если либо вид, либо цель должны соответствовать вот этому направлению, конечно. Отчет похож на отчет конкурсов ИПГ или другое. Я не видела пока что форму отчета. Она не прикреплена. И я думаю, что методические рекомендации у нас появятся. Это вопрос к уполномоченному органу, и мы, в принципе, можем тогда, давайте так, форму отчета я себе помечу, что мы должны будем ее вам показать. Хорошо? Так, у нас проект по организации досуга детей, организация зарегистрирована в муниципальном районе. Можем ли мы подать заявку на организацию лагеря республиканского значения в другом районе? Я думаю, что нет. Смотрите, выгрузка документов пойдет из единого реестра юридических лиц.
И если в Игрюле написано, что вы зарегистрированы на территории Хангаласского района, да еще и в названии у вас стоит общественная организация Хангаласского района по работе, допустим, по организации досуга детей, то вы должны сделать это точно в своем районе. А вот потому что дети с республики к вам приедут, вот это у меня вопрос к юристу. Юрист меня слышит, и он может сейчас вам написать прямо в чате. Да, Вячеслав отвечает сейчас на этот вопрос о элиты, хорошо? А тяжелый будет выбор, нужно сначала победить. Да, действительно, нам очень сложно, мы с вами ранимы, уязвимы, мы общественники, мы помогаем помогать, мы спасатели. Иногда и зачастую мы выгораем, особенно прошлый год показал, что психологически не все устойчивы и так далее, и кто-то выгорел, я бы даже сказала, сгорел, но надо все-таки быть позитивно настроенными, не отчаиваться. Я могу сказать, что мы не с первого раза побеждали в конкурсах, и это такая закалка, это понимание технологий, условий игры. Ну, если мы играем по правилам, если мы четко двигаемся по положению, если мы с вами проходим обучение и наш проект действительно актуален, востребован, нужен здесь и сейчас, я думаю, что он точно должен быть поддержан. Я желаю вам, Алексей, победы. И вообще всем желаю победы, но вот на данный вопрос точно. Здесь нужна психологическая поддержка. Звоните, переговорим, поддержим друг друга. Если проект победил и был осуществлен ранее с помощью другого конкурса, то учитывается ли это положительно при оценивании? Это учитывается однозначно положительно. И в разделе «Организация», где вы будете описывать свои проекты, очень хорошо, может быть, не надо много писать, но название проекта, краткое изложение его, каких достигли результатов и какие средства были привлечены, однозначно нужно. Но я знаю, что мы под копирку не должны сейчас писать проекты, которые были выиграны, например, в фонде президентских грантов. Это может, ну, как сказать, могут некий составить конфликт интересов. Поэтому надо изменять географию, надо стараться менять название, может быть, расширять целевые группы и так далее. Смотрите внимательно. Другое дело, что вот сейчас очень сложно, да, отправить проект, который мы отправили на конкурс фонд президентских грантов, мы как под копирку отправляем на гранты главы, и вдруг они выиграют оба. Вот здесь будет, конечно, сложно, поэтому чуть-чуть видоизменить я советую, добавлять немного в целях, задачах, ну, еще как бы чуть-чуть расширить. Это мой совет. Так, кого вписать в партнеры? Грантодателя нет. Ну, если грантодатель у вас партнер, и у вас есть соглашение о сотрудничестве, или, допустим, вы берете письмо поддержки в Министерстве труда и социального развития по такой тематике, как предоставление временного жилья семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, в кризисных ситуациях, то получается, что по факту грантодатель, он же и будет являться партнером. Значит, может. Да, может. Но если вы просто перечисляете, иногда такое возникает, такая интересная вещь, мы в партнерах перечисляем, да, но не прикрепляем ни одного документа, подтверждающего, что у нас партнер. Тогда что? Тогда эксперт говорит, извините, это просто вилами на воде писанное партнерство. Спонсоров можете, учреждения, не людей, а именно юридически зарегистрированные организации, бизнес, общество, власть и так далее. Даже если проект не побеждает, будет ли возможность распространить опыт реализации проекта, чтобы найти единомышленников, социальных партнеров, готовых сотрудничать с активистами по республике, контакты в чате. Значит, сейчас специально для этого, Алексей, я хочу показать такую карту гражданских инициатив, которая разработана
нашим единым ресурсным центром в рамках проекта фонда Потанина, поддержанного им. Вы можете отправить свои проекты к нам, зарегистрироваться на портале, свой проект отправить и написать: алло, мы ищем соратников, партнеров, единомышленников, волонтеров и так далее. И, коллеги, здорово, если наша сегодняшняя площадка будет площадкой для сотрудничества. Мы тоже готовы всегда дружить, и в том числе и с нейрунгринскими волонтерами. Насколько нужен ли проект по охране, улучшению окружающей среды, улучшению среды обитания животного мира, проведение биотехнических мероприятий на территории какой-либо определенной территории, например, охотугодий, то есть география деятельности охотничьего угодья. Ага, спасибо. Ну, конечно, вы видите, что из 25 направлений есть направление охраны окружающей среды. Прямо вот так, что исключительно охотугодье, то если вы действительно докажете, что это нужно и важно, и что там, например, идет сокращение биологического разнообразия из-за того, что браконьерство, да, из-за того, что коренные малочисленные народы Севера, родовые общины, можно сказать, выбрали уже все, что там есть, или, например, были пожары. Вот я считаю, что одной из мер поддержки, которую может взять на себя, в том числе некоммерческие организации, это восстановление лесного фонда на территориях пожаров, которые в прошлом году просто глобально прокатились по нашей территории. Но, конечно, может. Раз есть такое направление, вы можете брать, но просто охотничье угодье, если оно будет одно, получается, что результат у вас будет не такой большой. Да, и его просчитать будет сложно, география совсем узенькая. И если у вас небольшая сумма гранта, то окей. Но если вы просите там миллионы, то точно не для одного охотничьего угодья, а для уже конкретной территории, например, ресурсный резерват, да, охраняемая природная территория, территория федерального Усленского заповедника, например. Почему нет? Вот, организация улусная подает проект республиканского масштаба. Я уже говорила, нет. К вам могут приехать с республики, и вы у себя организуете форум, да, например. Такое возможно. Но если вы масштабируетесь на всю республику, то уже в начале устава, на стадии, можно сказать, и администрирования, и экспертизы могут возникнуть вопросы. Ольга Анатольевна, спасибо за теплые слова об общественниках. Желаю всем горения жарких проектов. Да, только давайте не будем выгорать и сгорать, да, и поменьше пожаров. Спасибо. Где можно изучить выигранные проекты? Во-первых, на самом портале grantsykutia.click вы заходите в раздел «Проекты», и вы видите все проекты, которые поддержаны были. Там есть по направлениям, вы можете увидеть организацию, даже краткое описание, цели, задачи вы можете увидеть. Кстати, это очень хорошая подсказка. Например, мы советуем таким образом делать. Если организация заявляется охрана окружающей среды на, допустим, гранты главы, то всегда можно открыть это направление прошлого года и посмотреть, кто выиграл, на какие проекты действительно выделились гранты. Если вы идете на конкурс фонда поддержки, фонда президентских грантов, вообще там просто можно смотреть, изучать. Мало того, там есть контакты, и вы можете на электронную почту написать запрос: алло, мы корпус волонтеров Нейрунгри, хотим подружиться с вами, нам нравится ваш проект, давайте законтачимся и будем партнерски выстраивать связи и так далее. Все давно изучено. Все написано. Мы можем с вами быть уникальными, мы можем быть индивидуалистами, но думаю, что велосипеды изобретены, и в других регионах точно есть подобные проблемы, есть подобного рода решения, проекты, организации, истории успеха и так далее. Можно изучать, подглядывать, подслушивать. Обращайтесь к нам, звоните на этот телефон, пишите, смотрите наши образовательные вебинары, семинары, подписывайтесь на наш Инстаграм, нашу страничку, на наш портал,
и на наш YouTube-канал. Нам сегодня сказали, что у нас не так много подписчиков. Очень много участников, а подписчиков немного. Нам будет приятно, если вы будете постоянные слушатели наших образовательных встреч. Можно отключить презентацию. Я всех благодарю за то, что вы были час и даже чуть больше с нами. Я не увидела пока, какие нюансы необходимо нам докрутить, доработать при следующей встрече. Если хотите, можете это написать уже, получается, нам в личку. Как спонсорство и партнерство подтверждается, оно подтверждается, я сказала, письмами поддержки или соглашениями о сотрудничестве, которые вы можете прикрепить вот на первой страничке, где о проекте. Да? Вам всем спасибо, мы на связи, ждем до новых встреч, я думаю, что было полезно. Мы вам всем желаем мира, добра, любви, красоты и победы с вашими проектами в этом конкурсе. До новых встреч!